Уважаемые коллеги, понятие татары множество раз упоминается в разноязычных средневековых текстах. Однако до сих пор остается открытый вопрос, насколько оно было эндоэтнонимичным, то есть служило ли оно самоназванием тем многочисленным племенам и политическим сообществам, которых русские и европейские современники обозначали как татары. В отношении Западной Сибири XVII века имеется редкое свидетельство и подтверждение этого из уст сибирского султана Кучука, правнука хана Кучума. В столбцах сибирского приказа сохранился оригинал его послания царю Алексею Михайловичу и тобольским воеводам 1668 года, без русского перевода. Следующий. В частности, в грамоте говорится, предварительный перевод у нас: «Я передавал свое слово через посла Якичака о том, что если Москва позволит показать, в смысле нашим послам, моего младшего брата Консюэра, он был в плену, то будет мир. Если так не произойдет, будет вражда. Боярин, то есть тобольский воевода, об этом обстоятельно совещался. Похоже, что татарам это совещание не помогло. Если хан обгонит русского на скачках, то русский угощает нас, татар. А если хан не сможет обогнать русского, то русский не станет угощать». Видимо, здесь какая-то иносказательная фигура речи. Вот это, так, следующий слайд. Вот внизу эта фраза, да, без татарным, вот она выделена. Здесь мы видим определение сибирского царевича, себя и сообщества, к которому он принадлежал, как татар. Это тем более показательно, что казачествующие потомки Кучума к тому времени давно установили тесное военное, культурное, брачное отношение с калмыками, от которых перенимали и язык, и внешний облик. В то время происходила активная миграция калмыцких, западноайратских племен в Дешты-Кипчак, и поколение кучумовых внуков, которое осталось в Сибири, в отличие от тех, кто жил в европейской России, вот оно представляло собой своего рода этнокультурный сплав. Они вырастали в кочевых ставках калмыков, впитывали от своих калмыцких матерей и воспитателей нормы жизненного уклада айратов. Принадлежность к династическому дому чингизидов возносила этих султанов над всеми тюркскими и монгольскими племенами. Поэтому они, вероятно, не испытывали никакой рефлексии по поводу отсутствия формальной родовой солидарности ни с племенными подразделениями айратов, ни с тюркскими кланами. Сибирские чингисиды не причисляли себя к калмыкам и в то же время ни к одному из сформировавшемуся в то время этносов Дешты-Кипчака, нагаям, казахам, узбекам, и ни к одному из племен Дешты-Кипчака. Но исторические обстоятельства складывались таким образом, что потомки Кучума в третьем колене оказывались уже наполовину калмыками. Однако это не мешало им, кстати, помнить о своем царственном происхождении, и время от времени оно служило знаменем борьбы местных народов за освобождение от российской власти. Очевидно, культурация в среде калмыков не препятствовала кучумовичам осознавать себя еще и как татар. В первые 2 столетия существования клана чингисидов, то есть в XIII-XIV веках, имела смысл разве что этнополитическая идентичность высшей правящей элиты, то есть принадлежность к монголам. В случае с кучумовичами можно предполагать, что ко второй половине XVII века, а в реальности, видимо, гораздо раньше, место монгольской идентичности заняла татарская. Вот как явствует из этого уникального документа, они осознавали себя как татар. Вероятно, возможно, это был доминирующий уровень их идентичности, может быть, наряду с мусульманской. В отличие от рядовых, кстати, тюрок-сибирцев, для которых главной считалась тогда принадлежность к конкретному племенному сообществу. Такие сообщества в разных тюркских языках и текстах, как известно, обозначались как Эль, Ру, Тайфа, Каум и так далее. Но широкая распространенность термина «татар» в то время все же не очевидна. Тюркские хронисты XVI-XVIII веков редко употребляют понятие «татары». Возьмем Демиша Хаджи, он вскользь упоминает их как племя Джамаат, лишь в перечне прочих племен монгольского происхождения.
А в татарском родословии сиитов, который Радлов записал в 80-х годах XIX века, общность населения сибирского юрта, будущие сибирские татары, названа в фольклорных произведениях сибирским народом, Сибир-Халкы. Есть некоторые основания полагать, что еще в Золотой Орде складывалась и в постордынских ханствах сохранялась общность привилегированного военнослужилого сословия, которое обозначалось как татары. И нужно подумать, не являлось ли отнесение Кучука себя к татарам рудиментом этого давнего явления. Ну вот если посмотреть на другую часть золотоордынского мира, многословная титулатура крымских гиреев с поименованием властных народов и территорий отличалась от более лаконичных титульных обозначений других постордынских владений. Она являла подражание османам и в то же время демонстрировала амбиции этой периферийной ветви джучитского клана. Прочие правители на землях бывшего улуса Джучи расценивали свою принадлежность к золотому роду как достаточное основание для монархических прерогатив. Не называли в титулах определенный стольный город и тем более общность подданных, которые управляли там казахский хан, узбекский хан и прочее. В ханском титуле гиреев понятие татары утверждается только с начала 17 века в одном ряду с перечислением нагаев и черкесов, как равновеликое им понятие, хотя и первое в перечне подданных народов, там Барча татарны, Санцевский татарны и тому подобное. Следующий слайд. А вот столетием раньше хан Мухаммед Гирей пока не указывал на свое господство над татарами. Вот в интитуляции грамоты 1520 года он представлял себя как хана Великой Орды, падишаха Дешти Кипчака и всех монголов. Вот это выражение Барча монгол падишахи в русском переводе вот этого текста, в русском переводе 16 века, передано как «всем землям татарским господарь». Следовательно, монголов переводчик заменил на татар. И не исключено, что в более ранних русских и латинских переводах вот этих крымских грамот на месте татар, которые изредка встречаются в интитуляциях, в действительности в несохранившихся оригиналах писались монголы. Возможно, что и в глазах сибирских династов понятие татары могло служить синонимом монголов в соответствии с равнозначностью этих понятий, которая установилась в эпоху монгольских завоеваний XIII века. В таком случае татары являлись в глазах кучумовичей вовсе не одним из этнонимов, не обозначением, но обозначением принадлежности к элите элит, высшей правящей страте бывшей монгольской империи, Золотой Орды и всех постордынских ханств и орд. Приписывание себе монгольского, или синоним татарского происхождения свидетельствовало о сохранении у сибирских султанов-кучумовичей старых, традиционных, идущих с имперских и золотоордынских времен рудиментов монгольской идентичности. Кстати, очевидно, точно так же понял смысл выражения «государь всех монголов» и переводчик грамоты Мухаммед Гирея. Он ставил в интитуляцию фразу «с предков своих господарь». Но в оригинале документа ее нет. Она выглядит как дублирующий вариант «государя всех монголов» со значением «наследственный правитель подданных народов». А если вернуться к грамоте Кучука, то для упоминания татар в ней может найтись и другое объяснение. Известно, что в головах тогдашних русских управленцев сложилась довольно упрощенная этнополитическая картина мира. В ней почти все тюркоязычные народы для простоты и по малой пока осведомленности именовались обобщенно татарами. Поэтому адресант Кучук обращался к царю и к тобольским воеводам на понятном им языке. И татары в данном контексте могли не иметь отношения ни к этнокультурной самоидентификации Кучука и его родни, ни к осознанию кучумовичей своей причастности к истаившему имперскому величию и наследию. Следующий. Кстати, показательный пример подобного же перевода грамоты двух ногайских мирс. Они перечисляют участников вражеского набега на них. Татары здесь оказываются результатом домысливания, дописывания текста послания русским переводчикам. И вот подобная же замена встречается в переводах некоторых других ногайских грамот того времени. Следующий.
Вот именно обобщенно примитивной этнической терминологии, которая была присуща русской речи XVII века, можно объяснить титулование царя Михаила Федоровича в отдельных посланиях нагайских грамот. «Все Руси и всех татар государю, все великие Руси и татар государю». Ну, снимок, конечно, не важно, он сделан на телефон в архиве телефона. Ну, можно здесь, наверное, распределить. Тут, значит, джумле урусным, уа татарным, падшахи. Вот, всех русских и татар государей, понимаете? Тут, но они как бы творчески перерабатывают малый царский титул «Государь всея Руси». Они добавляют «Государь всея Руси и татар». Или всей Руси и татар, или всех русских и татар. Кстати, дальше вот там, в общем, всех государств-обладателей. Тоже обычная титульная формула. Кстати, здесь иллюстрация к одному интересному явлению. Когда приходили послания из Западной Европы, посольский приказ Боярская дума строго-настрого следили, чтобы ни в одном слове не было ошибки, ни один титульный элемент не был пропущен. Если был пропущен, послов не принимали, сокращали им содержание и так далее. То, что шло с Востока, пропускали мимо ушей. И потомкам Хасрова Нуширвана называли царя, и Чингисхана, и уподобляли героям эпоса Шахнаме, там Джамшиду, Феридуну, Рустаму и так далее. Как-то вот в этом отношении московская дипломатия была лояльная. Ну и причина тоже видится в употреблении лексики, которая была понятна для русских адресатов. А вот в данном случае это было следствием все большей зависимости от нагаев от российских властей. И это вот просматривается, видится в таком заискивающем, уничижительном тоне обращения к царю и его наместникам. На протяжении первой половины XVII века представители нагайской элиты овладели мастерством общения с московскими приказными чинами и астраханскими воеводами, в том числе в искусстве составления документов особого жанра, челобитных на высочайшее имя, тщательное выписывание малого царского титула, вот такие нововведения, это все-таки редкость, частое употребление понятия «куланыз», «холоп ваш», «государев», подобострастная тональность прошений. Все это показано, что нагаями были переняты каноны русского бюрократического официоза. И явно просматривалась готовность говорить с адресатами вот на привычном языке, а на этом языке тюрки-кочевники обозначались как татары. Кстати, аналогичный прием имел место в обращениях нагайцев к российским властям в XIX веке тоже, когда авторы посланий именовали казахов по-русски киргиз-кайсаками, кыргыз-казак. Коллеги, эта конференция посвящена средневековому письменному наследию татар. Ну вот прозвучали доклады вот только что Алексея Викторовича, Искандера Измайлова. В общем, ясно, что это наследие, конечно, не сосредотачивалось на немногих сохранившихся произведениях изящной словесности, хроникальных нарративах. Гораздо более обширный массив текстов составляли документальные канцелярские источники по классификации Пушкарева. Я постарался показать их возможности для реконструкции некоторых малоотчетливых аспектов татарской истории. Спасибо.